В эфире программа «Новости». Расскажу о самых заметных событиях к этому часу. В студии работает Марферина Алексеева. Добрый вечер. Минерально-сырьевая база Севера, кадровый исследовательский потенциал, климатические изменения. В Якутске проходит выездное заседание Российской академии наук. Еще 4 максимальных результата у выпускников Якутии. На этот раз по профильной математике. В Амге юный дизайнер открыла собственное ателье. Девушка успешно защитила свой бизнес-проект перед улусной комиссией. В Якутске проходит выездное заседание Российской академии наук. В столицу республики прибыли ведущие ученые страны, занимающиеся изучением Заполярья. В следующие 2 дня светило науки поделятся успехами и обозначат новые вызовы в развитии арктических территорий. В ходе мероприятия Президиум СОРАН и правительство республики обсудили широкий ряд тем. Минерально-сырьевую базу Севера, кадровый и исследовательский потенциал, климатические изменения. Резолюция, которую примут по итогам заседания, определит будущее региона на десятилетия вперед. Без преувеличения историческое совещание, совместное совещание, расширенное Президиума Российской академии наук и правительства Республики Саха-Якутия. Впервые в истории вообще в таком формате рассмотрены вопросы развития не только в целом республики, но и конкретно Якутской Арктики. Это очень важно, потому что как раз развитие наших огромных территорий, оно невозможно без использования как раз открытий научных, без участия российской науки. В 3 селах Намского района введены в эксплуатацию новые объекты комплексной системы экстренного оповещения населения. Приемочные испытания успешно прошли в селах Столбы, Кызылсыр и Фрунзе. Система предназначена для оперативного информирования жителей о чрезвычайных ситуациях и необходимых мерах безопасности. Во время испытаний специалисты проверили работоспособность оборудования и качество передачи сигналов оповещения. Все объекты подтвердили готовность к работе и могут использоваться по назначению. Еще 4 максимальных результата у выпускников Якутии, на этот раз по профильной математике. Итак, 100 баллов набрали Дарман Амсараев из школы номер 13 города Нерюнгри, а также сразу 3 ученика Республиканского лицея-интерната. Надежда Афанасьева, Ярослав Дармидонтов и Альберт Романов. Глава Якутии, поздравляя, подчеркнул: отдельно хочу сказать о Республиканском лицее-интернате. 3 100-бальника по профильной математике – это убедительный результат большой работы педагогов, сильной школьной подготовки и упорство самих ребят. Поздравляю выпускников, их родителей и наставников. В России в период проведения государственной итоговой аттестации, а также приемной кампании участились случаи мошенничества, направленные на получение личных данных и денег граждан. В частности, это создание фейковых сайтов, имитирующих порталы для проверки результатов ЕГЭ и подачи апелляций. Кроме того, в этом списке оказались предложения незаконного содействия, таких как повышение баллов, внеочередные пересдачи, поступления по связям за вознаграждение и фишинговые рассылки от имени приемных комиссий со ссылками, ведущими к утечке персональных данных. В связи с этим Федеральная служба Рособорнадзора обратилась с предупреждением к выпускникам и их родителям. Ведомство призывает пользоваться только официальными информационными ресурсами и соблюдать правила информационной безопасности. Прокуратура Верхневилюйского района признала законным возбуждение уголовного дела о серии мошенничеств, которые местная жительница совершала через мессенджеры, представляясь мужчиной. Следствием установлено, что 23-летняя девушка создала фейковый аккаунт от имени несуществующего Алексея. И от его лица познакомилась с потерпевшей еще в 2022 году. Вошла в доверие и длительное время выманивала подарки в виде дорогой техники, которая затем продавала и тратила деньги на себя. Одной из потерпевших убедила перевести 50 тысяч рублей якобы в подарок на получение водительских прав. Раскрыть преступную схему удалось, когда одна из жертв увидела фотографию псевдо-Алексея в статусе у другой девушки. На данный момент она признала вину и сотрудничает со следственным отделом.
Когда жертвы переводили деньги, Алексей неожиданно погибал в дорожно-транспортном происшествии. Однако обман скрылся, когда одна из потерпевших увидела в статусе другой девушки фотографию Алексея со скорбью в связи с недавней гибелью. Полицейские выяснили, что подозреваемая сама вела переписку от всех аккаунтов, а в голосовых сообщениях меняла тембр голоса. Органам предварительного расследования возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество с причинением значительного ущерба». Подозреваемая полностью признала вину. Прокуратурой района расследование уголовного дела поставлено на контроль. 11 671 медицинский работник получает специальные социальные пособия от отделения Социального фонда России по Якутии. С начала этого года на эти цели было направлено свыше 943 миллионов рублей. Эта мера поддержки предназначена для сотрудников первичного звена, районных больниц и служб скорой помощи, работающих в государственных или муниципальных учреждениях, участвующих в программах обязательного медицинского страхования. Размер выплат зависит от численности населения в поселении. До 50 тысяч человек до 50 тысяч рублей, свыше 100 тысяч человек до 18,5 тысяч рублей. Имя выдающегося врача лора, педагога и организатора здравоохранения Тины Лебедевой присвоено Республиканскому сардологическому центру Национального центра медицины. В торжественной церемонии приняли участие коллеги, ветераны здравоохранения, родные и близкие Тины Николаевны. Участники открыли памятную табличку с новым названием учреждения. Тина Лебедева стояла у истоков развития сардологической службы республики, посвятила свою жизнь медицине и медицинскому образованию. Нина Николаевна 40 лет назад основала первый сурдологический центр в нашей республике. Потом она работала долгое время, руководила Якутским медицинским колледжем. Тина Николаевна внесла неоценимый вклад в развитие здравоохранения нашей республики. И, конечно, ее имя будет нести, и это для нас тоже огромная ответственность. И я думаю, что наш сурдологический центр достойно будет нести звание организатора здравоохранения. В Амге юный дизайнер Даяна Антонова открыла собственное ателье «Дейзи». Этой весной Даяна успешно защитила свой бизнес-проект перед Улусной комиссией по социальному контракту. Инициатива получила поддержку, что позволило воплотить в жизнь давнюю мечту – открыть собственное дело. Теперь у нее появилась возможность реализовать свои идеи и творческие замыслы. Сегодня Даяна не только развивает ателье, но и работает над созданием собственных дизайнерских решений. Идея насчет открытия ателье у меня с 5 класса. Я всегда хотела быть предпринимателем, иметь свой бизнес. Вот в 5 классе, когда я с мамой ходила на улице, я спрашиваю, кем мне стать, кем работать мне. И мама сказала, что есть профессия дизайнер, который шьет одежду. И вот с 5 класса я решилась, что я буду дизайнером. Часто заказывают платья холодай. Я люблю стилизовывать под свой вкус. У меня есть авторская коллекция, но чуть позже здесь создам свой бренд одежды. На площади республики прошла торжественная церемония бракосочетания. В центре внимания семья Трубиных, которые приняли решение скрепить свой союз под открытым небом. Именно эта пара открыла долгожданный летний сезон свадебных торжеств в городе в этом году. Как отметили сотрудники, слоты еще открыты. Так, например, ближайшая дата регистрации брака будет зеркальная – 26.06.2026. Я надеюсь, что эта добрая традиция будет продолжаться все лето. В этом году у нас будут работать площадка по регистрации брака на площади республики и в парке культуры и отдыха. Как вы знаете, во дворце бракосочетания мы как раз в этом году запланировали проведение ремонта долгожданного. Поэтому я надеюсь, что эти две площадки будут очень востребованы. И мы приложим все усилия, чтобы ваши торжества прошли очень хорошо. В этом году празднование Сеха в Алекминском районе будет включать не только традиционные спортивные состязания. Организаторы приняли решение посвятить турнир «Армейский рывок гири» памяти отважного бойца Валерия Павлова. Подробности об этом далее. В Алекминске готовится к районному Сеху. В этом году он будет проходить в течение 2 дней – 20 и 21. То есть 20 у нас будет обрядовая часть, в основном это все то, что по всем канонам, которые должны провести 20-го, а 21-го полностью уделить это спорту. Несколько видов спорта, которые нам традиционно проходят, то есть от 21-го
Ну, уже в первой половине дня, когда уже прохладненько, и спортсмены могут спокойно, и зрители смогут. Особое внимание спортивным соревнованиям. В этом году каждый из видов спорта обсуждался заранее. Так, турнир гиревиков «Армейский рывок гири» будет посвящен памяти ветерана Чеченской войны и участника СВО Павлова Валерия Валерьевича. Мы сами, можно сказать, были инициаторами. Ну, мама, я, вот его семья, как бы мы сами хотели, чтобы провели такие соревнования. И очень рады, что нам пошли навстречу и решили, утвердили, и вот теперь будут проводиться такие соревнования. И хотела бы обратиться ко всем жителям Алекминского района, чтобы они приняли участие в соревнованиях гиревых. Уже и сейчас набрано большое количество желающих принять участие и этим выразить признательность замечательному тренеру, воспитавшему ни одного спортсмена. Многие об этом выходили еще у нас раньше, спрашивали об этом. И вот, наконец, они услышали, что собираемся провести турнир памяти Валерия Валерьевича, нашего, как бы, в те времена он тренировался с нами, нас тренировал, как бы является он нашим первым тренером, Валерий Валерьевич, который провел нас в гиревой спорт. Вместе выступали мы с ним, езжали раньше в республиканские соревнования. И вот многие об этом узнав, обязательно уже дали свое согласие на участие, что приедут и поддержат этот турнир своим участием. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Юные спортсмены Горного Улуса успешно приняли участие в спартакиаде «Спортивные якутяне». Они заняли второе общекомандное место в своей группе, уступив лишь Чурапчинскому Улусу. Им был вручен специальный кубок. Детей, достигших такого высокого результата, их родителей и личных тренеров встретили на родине и вручили награды. Из 29 видов спорта, представленных на спартакиаде, спортсмены Улуса завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали в таких видах спорта, как национальное многоборье, самбо, северное многоборье, вызове первых, стрельбе из лука и шашках. Все тренера, все учителя физкультуры, все постарались в этом году и заняли второе место. Я благодарен главе Улуса Никите Викторовичу, начальнику управления образования Варваре Ильиничне и всем, кто работал по этой системе. Мы надеемся, что будем в следующем году тоже участвовать на высоком уровне. Такими были новости к этому часу. До встречи в дальнейшем выпуске.